русские воюют у нас, чтобы установить свой этот поганый мир, русский мир. То, что происходило, вот, ну, все чеченцы, которые тут находятся, они тоже свидетели и жертвы. Всех чеченцев коснулась эта война. Даже вот этих подонков, вот этих предателей. Их тоже это коснулось, но они это, ну, простили, смирились и продолжают работать на этого врага нашего, векового, исторического вот такого врага. Потому что эти русские нас убивали всегда вот в течение даже 400 лет, как сам Ельцин когда-то говорил, в 1997 году в мае признал это. Вот там, понимаешь, шла какая-то, понимаешь, война, 400-летняя, или как он сказал, 300-400-летняя война. Ну, в общем, признал вот это, что велась война. Вот. И на самом деле Ельцин в конце понял, что все это было бессмысленно. И он даже в 1999 году, до своей кончины, даже советовал Путину, ну, таким образом, он сказал Путину: не доводи до войны. Вот, потому что Ельцин действительно понял, что далеко это не зайдет, это проигрышно все. Конечно, все это временно, мы уверены, что мы в любом случае вернем свои земли, это произойдет, хотят они или не хотят. И еще насчет Ельцина. Конечно, ну, знаю много событий, я постараюсь все это в ходе наших разговоров, общения об этом говорить. Вот, ну, мой отец несколько раз встречался с ним, с Ельциным. И отцу даже удалось, Масхадову вот удалось почти договориться с ним о предоставлении там независимости. Вот такой факт был. Во время одной встречи Масхадова и Ельцина, он, с нашей стороны, с чеченской стороны, был подготовлен документ, вот, в котором было написано, что Ичкерии вот, будет дана вот эта независимость. В общем. И когда вот Ельцин взял эту ручку, вот клянусь, вот так это происходило, взял эту ручку и поднес эту ручку к этому документу, чтобы подписать, к нему резко вскочил и подошел к нему Березовский. И ну, он хотел шепнуть, но у него не получилось, наша делегация это услышала. И он сказал Ельцину: Борис Николаевич, что вы делаете? И он положил руку на его ручку, он не дал ему подписать этот документ. Ничего себе. Вот. Такие дела. Но вот этот варвар, вот эта сволочь на самом деле переплюнула всех. Вот мы там говорим, Сталин, да, ужасные времена были, конечно, в то время. Но вот это существо, вот этот варвар, он уже всем надоел в этом мире. И хорошо, что в других странах поняли, что с кем они связались, с кем они дружили, что с Россией нельзя дружить, потому что им нельзя верить. Вот чеченцы говорят, вот наши деды, прадеды, вот от них это передалось, они рассказывали, вот, передают таким образом, что русскому человеку нельзя доверять, потому что русский человек меняет свою мысль 9 раз ко дню. То он может обещать, потом совершить какую-то подлость. Вот забрать назад свое обещание. Да, без каких-либо проблем. Нет у них ничего человеческого. Мы это знаем, на себе испытали и испытываем сегодня. И вот даже когда был в Украине, я доносил, вот, ну, говорил в любом случае, хотя украинцы сами хорошо очень знают, что им нельзя доверять, вот, но говорил, что вот у нас были договоренности, они подписывали разные договора, мирные договора, соглашения, что вот эти Минские соглашения, будут там какие-то другие соглашения, они в любой момент могут это нарушить, вот, и развязать новую войну. Поэтому и Украине, и Ичкерии нужна вот эта гарантия безопасности. Вот как я вижу эту гарантию безопасности, просто на самом деле, пускай это радикально вот так звучит,
чтобы вот этот Кремль сгорел. Чтобы этот режим больше не существовал ради наших народов. И даже вот ради россиян тоже. Мы можем им помочь выйти из этих оков, сбросить эти оковы. Им это выгодно. Они как терпилы сидят, ничего не делают, не возмущаются. Да?